Какой народ самый работоспособный? Почему так сложилась история? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, почему таджики считаются одними из самых работающих народов. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех наших видео на нашем канале. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно уйти глубоко в историю и понять истоки такого трудолюбия. Но чтобы быть более точным в суждениях, нужно опираться на мнение знающих людей. Так историк и исследователь самобытности народов Брий Шевцов дал свое понимание того, почему у таджиков такой менталитет. За всю свою карьеру я изучил множество народов и их историю. Самой работающей нацией оказались таджики, работающий народ. Даже в эмиграции таджики ищут себе место под солнцем там, где оно связано с трудом. Не бандитизм, не воровство, не мошенничество, как нередко бывает у некоторых иных народов, а тяжкий и честный труд. Таджики сохранили в себе ощущение глубокой цивилизации. Очень много девушек, женщин носят национальную одежду, причем они не стесняются этого делать. Очень красиво смотрится. Эта цивилизация не замахивалась на господство над планетой, но возникла эта цивилизация очень давно, раньше, чем у многих народов, и это ощущение глубины культуры в таджиках очень чувствуется. Вот это стремление к созиданию, к высокой цивилизации, по-моему, вторая важная черта таджиков. Те проблемы, которые стоят перед таджиками как народом, и те сложности, которые переживает Таджикистан, не должны затмевать главного. Таджики не стали выдвигать идеи развала соседних государств и объединения всех таджиков в одном государстве. Не стали превращать свою родину в базу для радикального течения в исламе. Не дали возможности наркоторговцам, пришедшим извне, превратить свою страну в наркогосударство. А ведь это было возможно. Таджикское государство выдвинуло идею построить каскады, ГЭС, заводы, превратить страну в промышленный регион, живущий своим трудом. Раз народ не выступает против такого курса, значит, несмотря на все сложности и негативные моменты, которые есть в любом государстве, эту цель народ понимает и разделяет. Это не может не вызывать уважения. Согласны ли вы с нами? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Раньше я работал, зарплата была маленькая, 800 сомани. В общем, не хватало. Потом я ездил на заработки в Москву. На эти деньги в кишлаке построил домик. Хотел опять поехать, но въезд в Россию для меня закрыт. Основной вектор для Таджикистана определяется географией и региональной геополитикой. Это опора на самого себя. Если Таджикистан сумеет избежать вовлечения в региональные конфликты, а по-прежнему будет целеустремленно концентрироваться на своих проектах развития, то время сыграет в его пользу. Пока в некоторых соседних странах будет разлад, Таджикистан успеет набраться сил, чтобы со временем стать точкой опоры для стабилизации всего региона. Такая работоспособность, вложенная в кровь таджиков историей, их выбрали для того, чтобы они смогли своим трудом проложить себе путь в светлое будущее. Я призываю всех, и молодежь, все население страны, чтобы все тоже внесли свой вклад для развития страны. На этом у нас все. Просим вас написать нам в комментарии эти темы, которые вы бы хотели, чтобы мы раскрыли в следующих роликах. Свои идеи для наших видео пишите нам в комментарии.